Здравствуйте, с вами программа «Акцент». В эфире ведущий Григорий Фоменко. Сегодня у нас в гостях заместитель министра образования Якутии Андрей Анатольевич Попов. Андрей Анатольевич Попов родился в 1982 году в селе Чичмах Алексеевского района. В 2005 году окончил ЕГУ по специальности учитель истории и обществознания. В 2005-2008 годах учитель истории и обществознания Чурапчинской средней школы номер 1. В 2008-2012 годах директор профессионального лицея номер 18. В 2012-2013 годах директор Татинской гимназии имени Мординова. В 2013-2017 годах директор аграрного техникума. 13 января 2017 года Андрей Анатольевич Попов назначен заместителем министра образования и науки Якутии. В ведомстве курирует вопросы среднего профессионального образования. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Сегодня наша республика готовится с 21 по 27 мая принять участников финала 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Расскажите, пожалуйста, как идет эта подготовка? Еще раз добрый день. Конечно, вы правы, у нас с 21 по 27 мая этого года планируется проведение всероссийских отборочных соревнований по 6 компетенциям движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. Право проведения такого рода чемпионата, она не возникла не сразу. Мы влились в это движение WorldSkills Россия с 2013 года. И с тех пор, с 2015 года мы ежегодно проводим такие всероссийские отборочные соревнования. В прошлом году задумывались над проведением этого чемпионата и в августе-сентябре подали заявку в комиссию Союза WorldSkills для проведения данного чемпионата. Конечно, они там проводили конкурс, там в конкурсе участвовало более 20 регионов, и наш регион был выбран одним из 7-8 регионов, где проводятся данные соревнования. То есть итоги для проведения данного конкурса, они были уже известны уже в середине ноября прошлого года, и мы планомерно готовились всю зиму для проведения данного чемпионата. И уже вот буквально через дней 10 начнутся данные соревнования, и мы с нетерпением ждем начала мероприятий. А сколько ребят приедут и из каких регионов? Вообще наш чемпионат будет проводиться по 6 компетенциям. К нам приедут более 300 участников. Будут компатриоты, которые сопровождают, будут менеджеры компетенций, которые приедут. В среднем у нас приедут из 65 регионов нашей страны. Это очень большая цифра. Из 85 всего субъектов Российской Федерации к нам приедут не менее 65 регионов нашей страны. Они уже с 20 мая должны приехать и начать работу с 21 мая. Как известно, Якутия всегда была инициатором проведения чемпионата по компетенции сферы услуг. Почему в этом году упор сделан именно на эти специальности? Да, вы правы. Мы в 2015 году и в 2017 году, в прошлом году, всегда проводили по компетенциям по блоку сферы услуг. То есть данный блок компетенций мы наиболее сильные в этих специальностях и профессиях. И поэтому мы выбирали именно по тем компетенциям, в которых мы сильны. И как вы знаете, мы ежегодно участвуем во всероссийских, даже в мировых, дальневосточных мероприятиях WorldSkills по блоку компетенций сферы услуг. Самым большим таким достижением по блоку сферы услуг это наш Кириллин Степан, которого уже все почти знают. Да. Он получил медальон в международном финале WorldSkills в городе Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах. Это очень большое достижение. Таких достижений у нас в республике не было, и даже в Дальневосточном федеральном округе таких достижений почти нет. И вы спрашиваете именно, почему по компетенциям IT и промышленности, да? Конечно, да, мы в этом году очень так думали, и мы достигли в части оборудования, в части подготовки мастеров производственного обучения, в части подготовки специалистов, преподавателей, учителей по блоку компетенции сферы услуг. И для того, чтобы развить профессии и специальности именно по IT и по промышленности, мы именно взяли такую амбициозную задачу провести именно мероприятие по этим компетенциям, так как у нас экономика республики должна именно развиваться по направлению IT,
Как вы знаете, у нас есть неплохие стартапы. Это Майтона, там Синет и так далее. И в части промышленности это Южная Якутия. В Южной Якутии мы планируем в этом году уже открыть 26 новых профессий и специальностей. И именно для этого мы собираем весь таких лучших мастеров, лучших студентов со всей страны, для того, чтобы наши жители, наши студенты тоже влились в эти ряды. И, конечно же, это мероприятие не пройдет так даром. Будут проводиться мастер-классы, будут проводиться площадки, будут проводиться лектории, лекции и так далее для развития именно данное направление компетенций. Вы упомянули мастеров, оборудования. Вот сейчас насколько учреждения СПО готовы к проведению чемпионата с точки зрения материально-технической базы? Основной площадкой мы сперва хотели сделать наш спортивный комплекс «Дохсун», но потом для привлечения населения, общественности к учреждениям среднего правообразования решили, что будем проводить данное мероприятие в стенах Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина, улица Петра Алексеева, 25, то есть. И для того, чтобы на высоком уровне провести, мы, конечно, в правительстве, я благодарен правительству, главе нашей республики Егору Афанасьевичу Борисову, о том, что они очень так поддержали данное учреждение в части оснащения данного учреждения новым оборудованием, которое отвечает по всем требованиям. Конечно, мы приглашали экспертов и менеджеров компетенций для того, чтобы они оценили и дали добро проведение именно по этим компетенциям. И на сегодняшний день в стенах колледжа и в площадках компетенций идет планомерная застройка для проведения мероприятий. И 17 мая мы уже должны сделать окончательную приемку площадок соревнований. Андрей Анатольевич, уже с начала апреля по май в России идут отборочные чемпионаты, отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата. В каких городах и по каким компетенциям участвует якутская команда? Я здесь хотел бы чуть подкорректировать. У нас всероссийские соревнования начались с начала апреля и будут проходить до конца июня. На сегодняшний день это 8 регионов, не менее 8 регионов. Мы участвуем в этом году максимальным количеством участников, более 100 участников. И нововведением данного года является это не только студенты среднего правообразования. Движение WorldSkills с этого года началось такая возрастная категория юниоры. То есть там участвуют школьники 9-10 классов. Из более 100 участников из нашего региона, там около 20 участников это школьники. И я там громко не говорю, есть уже некоторые хорошие, успешные участия, но пока у нас так окончательных итогов нету. В данное время ребята находятся в 8 регионах, участвуют по разным компетенциям. И, конечно же, мы возлагаем на них очень большие надежды. Чем больше участников финал пройдут, Южно-Сахалинск, тем лучше для нашего региона. И хочу здесь отметить, мы входим, у нас 10-е место среди всех субъектов Российской Федерации по уровню подготовки рабочих специальностей и профессий. Мы по итогам 2017 года заняли 1-е место в Дальневосточном федеральном округе. Это говорит о многом. И хотелось бы эту планку держать и дальше хотелось бы еще улучшить. Из опыта прошлых лет мы понимаем, что чемпионаты профессионального мастерства всегда проходят довольно зрелищно и масштабно. Будет ли у людей доступ все-таки к соревнованиям? Могут ли они вживую увидеть? И что помимо чемпионата стоит посетить жителям и гостям столицы республики? Да, вы совершенно правы. Прошлые наши соревнования проходили, как я говорил, тоже в Дохсуне, очень так зрелищно и так далее, да? Но она проходила внутри здания. И в этом году мы в целях привлечения населения, в целях профориентационных целей для школьников и так далее, да, мы проводим 22 мая такое зрелищное открытие на площади Ленина. Она начнется с 4 часов.
с флешмобом наших образовательных учреждений. И с 5 часов у нас торжественное открытие с участием 65 регионов. Приедут представители с Москвы, Союза WorldSkills, с Агентства стратегических инициатив, приедут со всего Дальнего Востока, с Агентства человеческого капитала и так далее. Приедут представители правительств других регионов. И мы вот планируем такое зрелищное открытие. И помимо этого у нас будут проводиться целую неделю на 2 площадях, на Ленина и на Орджоникидзе, различные мастер-классы с целью привлечения населения и общественности вот, к среднему профессиональному образованию. Будут проходить, например, там сварщики будут воочию варить, там повара что-то делать и так далее. И поэтому все будет, целую неделю будут мероприятия. Помимо этого у нас круглые столы, соответственно, будут лекции, конференции. И хочу пригласить людей, население города Якутска, гостей посетить данные площадки, соревнования. Доступ совершенно такой, свободный. Только не надо дотрагивать, ну, там, конечно, ограждение есть. Да, мешать для участникам. Это категорически запрещено. Но посещение, там, осмотр площадок и так далее совершенно свободный. И приглашаю всех на Петра Алексеева, 25, Якутский колледж связи и энергетики. И еще один вопрос, очень коротко прошу ответить. Ну, вот сейчас очень популярны такие занятия, не знаю, как блогерство, там люди ведут свои инстаграмы. А почему все-таки, на ваш взгляд, молодежь продолжает идти, вот, заниматься, учиться на поваров, на инженеров, на сварщиков? В прошлом году у нас на 6700 бюджетных мест было подано более 23 тысяч заявлений. Таким количеством заявлений есть такие профессии и специальности, на которых на одно место претендует 17-18 человек. То есть к нам поступают со средним баллом аттестата 4,8, 4,9. Это почти отличники поступают. Эта тенденция у нас началась только с прошлого года, или 2 года назад только такое прошло. Но уже, наверное, молодежь понимает, да? Начинает понимать, что не только высшее образование дает успешность молодому человеку. Вот, например, тот же пример Кириллина Степана, он, например, получил премию главы на сумму 1,5 миллиона рублей. И уже начинает уже свой бизнес, свое дело и так далее. И уже население, школьники уже понимают, даже вот со средним профессиональным образованием можно стать успешным человеком, успешным семьянином, успешным вот таким со всех сторон человеком. И уже как бы уже 90-е годы, начало нулевых, вы же знаете, какое было отношение к училищам и так далее, колледжам и так далее. Это все кардинально изменилось. И мы хотим, чтобы это изменение побыстрее произошло. Сейчас на 180 градусов поменять мировоззрение наших школьников. Спасибо, Андрей Анатольевич, за ваши ответы. Спасибо. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.